Спонсор програми Тарих Сідасы – компанія «Крим-проект Ірей». Основной темой моего творчества вот уже 50 лет был Крым. Ни один крымский татарин не смог бы жить без Крыма. Корни существования татар таятся в этой земле. Эти слова принадлежат писателю, которого сегодня по праву называют классиком европейской литературы. Селям алейкум, урметли достлар. 9 марта – день рождения выдающегося крымско-татарского писателя Джангиза Дагджи, чей жизненный и творческий путь был весьма долгим. Его сердце остановилось на 91 году, 22 сентября 2011 года. Значительную часть жизни Джангиз Дагджи провел в Англии. Там он и скончался. Однако, как писатель, он был чрезвычайно известен в Турции, о чем свидетельствует и письмо в связи с кончиной от премьер-министра Эрдогана и представительный состав турецкой делегации, прибывший в Крым, чтобы проводить последний путь писателя, обретшего на родине последнее пристанище. После его кончины многие задавали вопрос, каким и чьим писателем он был – турецким или крымско-татарским. Исчерпывающий ответ дал он сам в апреле 1999 года в письме к своему биографу и переводчику книг на русский язык профессору Аделе Эмировой. Я – крымско-татарский писатель, пишущий свои произведения по-турецки. Очень любивший Крым, Джангиз Дагджи после войны ни разу не был на родине. Среднюю школу Джангиз окончил в Симферополе, где и поступил на исторический факультет Крымского педагогического института. В конце 40-го был призван в армию, затем война, плен, жизнь на чужбине. С 1946 года до последних дней Джангиз Дагджи жил в Лондоне. Его творческий путь писателя начался до войны. В различных крымских изданиях публиковались его стихи, рассказы, очерки на крымско-татарском языке. Но как писатель-прозаик, автор рассказов, повестей, романов, мемуаров, он состоялся за рубежом. Страшные годы, человек, потерявший родину, они тоже были людьми. Куклы, мерзнущие улицы, письма к матери, юный Тимучин. Таковы лишь некоторые его произведения, которые еще ждут своего перевода с турецкого. Долгие годы путь к крымско-татарскому читателю для него был закрыт. Творчество Джангиза Дагджи – достояние не только крымско-татарской, но и всей европейской культуры. В 1993 году он был награжден дипломом Илесан. Его присудило Турецкое общество ученых и писателей за выдающиеся заслуги в области литературы тюркских народов. Позже получил премию Общества исследований в области культуры и искусства «Эскадер». В 1998 году в Стамбуле был издан его автобиографический роман «Джангиз Дагджи в воспоминаниях» пером самого писателя, который вышел на русском языке в 2003 году в прекрасном переводе доктора филологических наук профессора Аделе Эмировой. А теперь перелистаем страницы этого произведения, в котором немало страниц посвящено потерянной родине автора – Крыму. Ни один крымский татарин не смог бы жить без Крыма. Корни существования татар таятся в этой земле. Это очень хорошо понимали и прежний царский, и послереволюционный советский режимы. Они надеялись, что крымский вопрос, непрестанно мучивший их после завоевания Крыма, можно будет решить одним махом, оторвав татар от их корней. Джангиз Дагджи размышляет о своей родине Крыме, о своих соотечественниках, крымских татарах, об их исторической судьбе и предназначении. Хотя махровые русские националисты столетиями чернили имя татары, пытаясь представить татар западному миру как агрессивную силу,
пришедшую из Центральной Азии. Крымские татары, будучи самым древним народом Крымского полуострова, по крайней мере, как и болгары, венгры и румыны, являются восточноевропейцами. Этот народ, носивший в древности разные имена, после принятия ислама, особенно после нашествия татаро-монголов в XIII веке при правлении династии Гераев, стал известен под именем крымские татары. Я не могу гордиться успешными походами крымских ханов в XVI и XVIII веках на земли России, Польши и Литвы. Наоборот, я убежден, что эти набеги принесли крымским татарам не пользу, а вред. Особенно же то, что в конце XVIII и в начале XIX веков мы не смогли развиваться вместе с Европой, не смогли приспособиться к жизни индустриализирующейся Европы, только ускорило ожидавшие нас трагедии. Речь шла о безопасности народа. Более того, о самом существовании его, поясняет Дженгиз Дагджи свою мысль. Надо было любой ценой убрать с дороги тех, кто препятствовал обновлению даже наших религиозных взглядов, и обеспечить будущее народа. Надо было в течение хотя бы следующих 50 лет осмыслить ожидания народа и добиваться их осуществления. Личности, подобные Исмаилбею Гаспринскому, очень поздно появились среди крымских татар. Трагедия началась с захвата Крыма России и последовавшими за ним переселениями и достигла апогея в тотальной депортации народа сталинским режимом. Так пишет о Крыме писатель, многие десятилетия не бывавший на родине. Он размышляет о Крыме, словно и не уезжал отсюда. Только ностальгия может породить столь проникновенные строки. Вот послушайте. Крымские татары выстояли, несмотря на их малочисленность и безжалостность противостоявшей им силы. Вернувшиеся сегодня на родину после 50-летней ссылки, татары показали всему миру. Как без Крыма не бывает крымских татар, так и без крымских татар не может быть Крыма. На первой неделе августа 1988 года я был госпитализирован. Во время длившейся 4 часа операции атрофированный участок вены был заменен новым искусственным органом. Через несколько дней, а может быть через 2-3 месяца, сказали мне, что я смогу безболезненно ходить. Я был счастлив. Однако я был счастлив не только поэтому. Начавшееся как раз в это время массовое возвращение крымских татар на родину как бы обновляла и укрепляла мою сердечную аорту. Гора Геленкаях-Кызылташи, берега Сувухсу и отроги Аюдага теперь не были в одиночестве без меня. Однако теперь они, возможно, больше, чем всегда, нуждались в моем голосе и в моем дыхании. Собственно говоря, они никогда не оставались без меня. Когда гурзовцы и кызылташцы жили в степях изгнания, в трагических условиях ссылки, они слышали мой голос, приглушенно доносившийся издалека. Родина священна, народ священен. Нельзя допустить утраты Родины. Своей кровью и жизнью доказывали это всему миру крымские татары. Более того, их упорная борьба за Крым была очень ярким примером для других народов, живших в пределах границ советского империализма. 4 и 5 тома моих отражений писались мной с глубоким волнением и энергией, которые придавало мне возвращение крымских татар на родину. Когда я писал это произведение, я тоже возвращался на родину вместе с ними. Рядом с ними я ставил свою палатку на вершине холма Тюбя. Вместе с ними ходил по улицам Гурзуфа и Кызылташа, которые в течение 50 лет оставались без нас. Положение возвращавшихся крымских татар со всех точек зрения было бедственным. Без работы, без жилья, без школ. После депортации их кладбища были разрушены, а могильные камни их предков были разбиты и использованы при строительстве дорог и зданий. Местные жители были настроены против крымских татар, которых они считали врагами. Их имена были стерты со страниц трудов по истории. Само имя крымский татарин было под запретом. В домах, построенных руками их предков, жили приезжие из России и Украины. Вот в каких условиях возвращались крымские татары на родину. Все им надо было строить заново голыми руками. В уста одного из своих героев Дженгиз Дагджи вложил слова: «Ты не умрешь. Тебя родила татарская мать». Сегодня уже можно уверенно сказать,
Писатель возвращается на родину через свои книги и непременно обретет ее в сердцах благодарных потомков. А закончить эту передачу я хочу словами Дженгиза Дагджи, под которыми может подписаться, наверное, каждый крымский татарин вне зависимости от того, где он живет. Для нас Крым стал в полном смысле слова источником духовной силы. Без Крыма для нас не было смысла жизни. Силу и горечь этих слов мы почувствовали долгие годы, живя без Крыма. Но, к счастью, добавлю я уже от себя, эти печальные времена остались в прошлом. На сегодня у меня все. До встречи. Sağlıkla kalınız. Программа «Тарих Седасы» теперь в социальных сетях Facebook и Twitter. Здесь вы можете задавать свои вопросы автору и смотреть прошедшие выпуски.